Привет! Вы смотрите проект «Выше всех». Здесь только самые активные, самые креативные подростки нашей республики. Герой этого выпуска – крутой КВНчик и ведущий юмористической программы. Во всем своем творчестве он умело сочетает современный подход и народные традиции. Как ему это удается? «Выше всех» – это мотивационный проект для подростков. Если ты ведешь активный образ жизни, занимаешься спортом, творчеством, а школа для тебя – это не только источник знаний, но и платформа для самовыражения, тебе к нам. Каждую неделю «Выше всех» знакомит с одним героем, парнем или девушкой. Эти ребята оставили свои заявки в нашей официальной группе ВКонтакте. В конце сезона путем зрительского голосования мы определим победителя. Ему вселенское уважение, космический респект, аплодисменты планетарного масштаба и, конечно же, от нас крутой подарок. Фотосет с классом и памятные альбомы. Будь выше всех, звезды всегда заметны. Привет, Загир. Привет. Я знаю, что у тебя очень много интересов, и давай расскажи нам о них. Ну, во-первых, я сейчас занимаюсь кураем. До этого я занимался робототехникой, увлекаюсь горловым пением. На самом деле много всего, но остается очень мало времени. Я знаю, что также ты сейчас в 9 классе, и из-за этого, да, именно остается мало времени на кружки. Да, частично это связано с этим. Экзамены. А что ты сдаешь? Я сдаю общество знаний и информатику. Мне нравятся эти предметы. Общество знаний, по-моему, один из самых интересных предметов в школе. Ну, вы там изучаете права, да? Да, что-то в этом роде. А можешь сделать экспресс-мастер-класс по горловому пению? Ну, вообще-то да. Смотри, ты когда напрягаешь горло, например, когда поперхнулся, или видишь, ты же, например, поправляешь голос, наверное, перед тем, как спеть что-либо. А горловое пение, оно просто чуть ниже. То есть ты напрягаешь чуть-чуть другие мышцы. Это не особо отличается от этого. Обязательно дома попробую. Попробуй сейчас. Это не так уж тяжело. Нет, ладно. Я думаю, у тебя не получилось из-за того, что ты напрягаешь не те мышцы. Вообще, горловое пение, его правильно называют узляу. А почему ты начал заниматься именно узляу? Не знаю, мне просто показалось это интересным. У меня друг умеет, и я такой, почему бы и нет? Почему он... Чем он лучше меня, а чем я хуже него? Ты занимаешься горловым пением, каким видом творчества ты еще увлекаешься? Я занимаюсь кураем. Записался недавно, получается еще на самом деле не очень хорошо, однако я думаю, практика даст свои плоды. Вперед. Еще раз. Вторую половину. Помнишь? 3, 1, 1, 0. А почему именно курай? Это национальный инструмент башкиров. Мне нравится эта тематика. Я и сам башкир. Вот, к примеру, моя шижаря. Да, здесь вот перечислены все мои предки по мужской линии, вплоть до человека, имя которого я сейчас использую в своей фамилии. Он жил в 1745 году, 1814 году. Откуда такая информация? Мой отец помог мне ее найти в архивах разных. На самом деле занимаюсь этим довольно долго. В Шижаре я выступал в Малой академии наук и получил по городу первое место. В анкете ты написал, что ты увлекаешься КВН. Расскажи, почему КВН и как ты туда попал? В 7 классе я перешел в другую школу. На то время она называлась Республиканский башкирский лицей-интернат. Сейчас он переименован в инженерный. Тогда проходил некий кастинг на КВН. Там было всего 3 человека в этой команде, и поэтому им требовался добор. Я прошел кастинг, как и мой одноклассник, с которым у нас связано очень много интересных историй, но не суть. С этой командой я получил свои первые медали. Да, вот когда я занимался в 7 классе, это был сезон 2015-2016 года, я получил золотую медаль, и в 8 уже классе я получил серебряную медаль. А как называлась ваша команда? Я скажу на башкирском «Башкортартник-Теру». Они двукратные чемпионы башкирской юниор-лиги КВН. КВН тебе помог в жизни? Может, ты стал более открытым? Да, на самом деле так и есть. Я стал более общительным, мне стало легче поддерживать диалог с людьми.
Я перестал бояться сцены, все в этом духе. Ребят, смотрите, прикиньте. Какая новость? Загира уволили. В смысле уволили? Как это уволили? Да прикиньте, он пациента поцеловал. Что случилось? Он пациента поцеловал. Печально. Хороший был ветеринар. Так, нет, не зря, ты должна... Ты снимаешься в юмористической программе «Байтуз». Ты туда попал с помощью КВН? Не прямо, скажем так, из КВН меня пригласили, но это частично связано с этим. Есть в моей команде капитан Денис Лам. Он уже снимался к тому времени, когда я только начал. А в один день он пригласил меня с друзьями, говорит, мол, нужен второй ведущий, попробуйте себя. Ну, я так и остался там. Отсняли уже больше 10 выпусков. Qar ява, матур qar ява, яшел qar, ура! Неме? Нинде тағы яшел қар? 1955 елда Калифорнияда яшел qar явы теркәле. Ысын. 1969 елда Колорадо штатында қара төстәге қар бөртекләре явы күзәтелә. О, һин қалай ақыллы ул? Ошондай бәләкәс башка ул сама ақыл нисек һыйып бөтә һуң? А в чем разница выступать на камеру и публичное выступление? На самом деле многим проще сниматься на камеру, потому что можно, во-первых, перезаписать несколько дублей, во-вторых, нет много людей, опять же, отсутствует боязнь сцены, так называемая. Но мне на самом деле нравится больше выступать на сцене, чувствуется больше эмоций, как-то более приятно. И очень классное чувство, когда ты понимаешь, что до зрителя дошла шутка, и ему стало смешно. Достар, күз алдыңызға келтіреген. Үзләрен нык яраткан эгоисттар бер класста укыйда. Шулай итеп физкультура дәресе. Класс, по порядку рассчитать. Беренсе. Ниме? Мин беренсе. Сәфсем киттең мәллә? Мин беренсе. Мин беренсе. Расчет окончен. А у тебя были какие-нибудь смешные ситуации во время съемок? Наверное, ты знаешь, что многие съемки ведутся на хромакее, то есть зеленом фоне. Да, зеленый фон, да. И однажды я пришел с зеленой футболкой, и мне буквально отпилило голову. То есть туловища буквально не было. У меня были руки и голова, ну и ноги. Сәлам барыгызга. Эфирда Байтуз. Реплика Дениса Лама. Вот это мой сценарий, мне его дали за сутки. Я его почти выучил. За раз мы отснимаем несколько выпусков, чтобы не приходилось приходить каждые 3-4 дня. Но это ведь не прогноз погоды, можно отснять на месяц вперед. Шутки не устаревают. Раз ты снимаешься в юмористической программе, предлагаешь ли ты свои шутки? Я предлагаю свои шутки, которые, по моему мнению, будут звучать лучше. Порой со мной соглашаются, а порой нет, что я считаю правильным. Ты уже полгода ведешь передачу, тебя узнают на улице? Честно говоря, нет, ни разу не подходили, не говорили, вот, мол, ты ведущий. Но многим на самом деле интересно, многие также хотят себя попробовать. А как к этому относятся твои одноклассники? Далеко не все одноклассники знают об этом. Ну, я не говорю, мол, вот, я снимаюсь на ТВ, а ты нет. И поэтому они особо и не знают. Загир очень классный, очень веселый парень. Пришел недавно к нам в школу, но всем полюбился. Загир очень забавный человек, и он может рассмешить любого. Он мой лучший друг, и мы играем с ним в игры по сетке. Загир очень хороший друг и веселый парень. Загир очень хороший парень и всегда помогает всем. Загир всегда мне помогает с математикой. Загир очень активный молодой человек, и он очень веселый. Голосуйте за меня, потому что я... Лидер! Ты говорил, что ты также увлекаешься точными науками. Ну, мне нравится на самом деле математика, физика. Кстати, я занимаюсь робототехникой, мне очень нравится. Но сейчас я занимаюсь реже. В прошлой школе был кружок,
Я участвовал в различных мероприятиях, посвященных робототехнике. Занимал иногда места. В общем, мне очень нравится, на самом деле, это направление. А вы работаете над проектом командой или ты создаешь, ну, своего робота, там, каких-нибудь созданий? Есть разные категории. Есть, то есть, категории, в которых ты вместе с кем-либо, либо вдвоем, либо втроем. А есть категории, в которых ты участвуешь один. Роботы ты строишь заранее у себя в классе или в школе. А сколько роботов ты уже сделал? На самом деле их очень много, и я прям уж всех наверняка не вспомню. А у тебя есть какие-нибудь твои самые любимые и самые успешные роботы, которыми ты гордишься? Я считаю, что нельзя разделять на самый любимый или что-нибудь в этом роде. Но мне нравится, в частности, категория сумо. Это два моих робота. Они сумоисты. Цель каждого робота — вытолкнуть противоположного за черную линию. Этот робот больше, он тяжелее. Однако этот робот, второй, более маневренный и более быстрый, соответственно. Начинаем наше соревнование. Как мы видим, большой робот сразу одолевает победу за счет большего веса. Здесь ребята готовятся к робофесту, собирают роботов для различных целей. Кто-то пишет программу, тестирует ее, а кто-то собирает. Я вот тоже знаю, что робототехника делится на два вида. Это вот именно сама робототехника и программирование. Что тебе больше нравится, программировать или создавать? Это одно неотъемлемое целое. То есть просто робот, он будет просто кирпичиком на месте, который без программы ничего не сможет. А просто программа без робота, это программа, которая будет просто где-либо на ноутбуке или что-нибудь в этом роде. То есть они должны быть одним целым, чтобы выполнять полный функционал. Программа должна быть написана под робота, а робот, в свою очередь, должен быть правильно сконструирован. Я вот вижу на столе медаль за тэквондо. Расскажи о ней. Ой, я занимался тэквондо некоторое время, наверное, года 2. У меня все меньше и меньше времени, и на тэквондо времени совсем не осталось. А какие у тебя вообще планы на будущее? Мне нравится направление юриспруденции. Я хочу стать юристом. Круто. Желаю тебе в этом удачи, побольше медалей, чтобы тебя на улице узнавали. Пока. Пока. Загир знает, что быть смешным – это не просто талант, но еще и ежедневный труд. С такими понятиями, как скука и грусть, он абсолютно не знаком. Зато он знает, как круто выглядеть на экране и быть интересным людям. Поддержите его в финале, ведь он достоин быть выше всех. Всем пока!